Друзья, это серьезно. Бог предупреждает, нам нужно остановиться и подумать. Исайя не зря написал это. Исайя 7:18. Передавая послание Северному царству, он сказал следующее. «И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской. Они пришли и истребили его народ». Очень прискорбно. Бог сказал, час настал. Пусть Бог никогда не говорит этого лукавому в отношении вас. Не заставляйте его гневаться на вас. Сделайте так, чтобы он любил вас. Как это сделать? Любите его, и вы будете возлюблены им. Посмотрите на возлюбленного человека. Что было с вами? У меня был инсульт. Инсульт? Как давно? 5 лет назад. 5 лет? Да. Чего он не мог делать? Он провел 2 года и 3 месяца в инвалидном кресле. Не мог говорить. Когда он уже не нуждался в инвалидном кресле, он ходил с тростью, но с большим трудом. Ясно, с этой тростью. Да. А теперь? Идите, покажите мне, как вы ходили. Он боится упасть. Покажите, как вы ходили. Я хочу увидеть. Я хочу, чтобы один из пасторов шел за ним. Вы ходили так? Да. Теперь он сам положил ее на плечо. Выходите теперь в проход. Пастор, идите сзади. Идите сзади. Идите, брат, идите. Оставьте трость, сестра. Он хочет ее нести. Позвольте ему нести его трофей. Она выносила его, теперь он несет ее. Вам уже лучше, друг мой? Намного лучше. Немного лучше. Намного лучше. Теперь я хочу помолиться за вас. Отец, в сердце человека, который молится, должны произойти перемены. У него есть благословение, но он оставил благодетеля и полюбил разрушителя. Бог, убери это желание грешить, ошибаться, вложи желание служить Тебе. Во имя Иисуса я связываю все зло и говорю вон. Во имя Иисуса. Аминь.